Здравствуйте, эфир НТС. В это время, как всегда, продолжает итоговый выпуск новостей. В студии Манас Ачгидов. Я Джан Казакбаева. Добрый вечер. И в начале анонс главных событий, произошедших сегодня. Дело депутата. Сегодня в парламенте об уголовном деле в отношении Омирбека Текебаева рассказали генпрокурор и глава ГКНБ. Точку в вопросе поставит суд. Кто ответит за убытки за незаконные проверки предпринимателей? Предлагают штрафовать нерадивых инспекторов. Правительство выступает против. Директор ОТРК идет на поправку. Минувшей ночью Илим Карыбеков попал в ДТП в больнице. Ему провели срочную операцию. Состояние его улучшается. Выдающемуся актеру и художнику в Бишкеке Яше спустя почти полвека наконец-то установят памятники Сюйманкулу Чукморову. Подробности в этом выпуске. Депутатам Жогорку Кенеша сегодня рассказали о подробностях возбуждения дела на Омирбека Текебаева и его ареста. Для этого в парламент были приглашены генпрокурор Индира Джолдубаева и председатель Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев. В целом ничего нового они депутатам не сообщили. Народные избранники же получили возможность высказаться по этому делу. Многих парламентариев интересовал вопрос, почему не был задержан взяткодатель, на что генпрокурор и глава ГКНБ ответили, что статус Леонида Маевского в этом уголовном деле еще не определен. Он не является потерпевшим. Ряд депутатов считают, что Текебаева достаточно было взять под домашний арест. Однако Абдиль Сегизбаев сказал, что для задержания лидера Атамекена были веские причины. Депутаты фракции «Атамекен», не добившись в понедельник созыва внеочередного заседания, сегодня внесли предложение заслушать информацию Генпрокуратуры и ГКНБ о возбуждении уголовного дела в отношении Омирбека Текебаева и его аресте. Парламент поддержал инициативу социалистов. Через 1,5 часа Индира Джолдубаева и Абдиль Сегизбаев уже отвечали на вопросы депутатов. Глава ГКНБ, ссылаясь на тайну следствия, ничего нового по сути не сообщил. Лишь отметил, что в отношении Текебаева соблюдаются все процессуальные нормы. Написали, что его 11 часов непрерывно допрашивали. Это неправда. Он попросил время для отдыха с 6 до 10 часов утра. У нас все зафиксировано на видео и аудио. Он сам все подписал. Многие депутаты задавали один и тот же вопрос. Почему до сих пор не арестован сам Леонид Маевский, заявивший, что он дал Текебаеву взятку в $1 миллион? А вот его действия не подпадают ли под статью 314 Уголовного кодекса «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»? И каким образом вот эти деньги вообще попали в Кыргызстан? Как они прошли через границу, например, если они были им привезены? Есть ли декларация о том, что он привез? Вот как вы считаете, не соучастник ли он тогда? На сегодняшний день ему статус потерпевшего не присвоен. Он таковым сейчас не является. Все это будет устанавливаться в ходе следствия. Что получается? Мы говорим таким вот инвесторам: приезжайте к нам, предлагайте нашим чиновникам большие взятки. Пусть они берут их, совершают преступления, но вы за это не будете отвечать. В череде вопросов и ответов несколько раз схлестнулись в спорах действующие и бывшие генеральные прокуроры. Аида Солянова считает, что при задержании Омирбека Текебаева была нарушена норма о немедленном допуске адвоката к арестованному. Индира Джолдубаева утверждает, что в этом отношении права лидера Атамекена не были нарушены. Адвоката допустили к нему в 5:20 утра. По Конституции адвокат должен быть у задержанного уже в момент фактического задержания. Протокол был составлен в 4 часа утра. Адвоката же подпустили к нему в 5 часов 20 минут, если не позже. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом адвокат должен предоставлен не позднее 3 часов с момента фактического доставления задержанного. Это норма Уголовно-процессуального кодекса. Горячая полемика развернулась и между самими депутатами. Сторонники Омирбека Текебаева спрашивали, почему арестовали только лидера Атамекена, в то время как другие парламентарии, подозреваемые по статье «Коррупция», остаются на свободе. На ряд моих коллег возбуждены уголовные дела, но однако они все сегодня присутствуют здесь, в зале. Почему именно Омирбека Черкешевича задержали? Основываясь чем? И почему остальные мои коллеги сегодня находятся в зале?
Это по какому принципу идет отбор, я просто понять не могу. Во-первых, здесь есть очевидцы, в том числе и потерпевшие, которые прямо указали на данное лицо, как на лицо, совершившее преступление. И есть наличие достаточных данных, дающих основания подозревать его в совершении преступления. Относительно других коллег могу сказать, что сейчас следствие на том этапе, когда эти материалы собираются. Өмірбек Черкешевтің Бишкекке келді. Умурбек Черкешевич Текебаев из Австрии сразу же вернулся в Бишкек. Если это не мешало следствию, можно же было рассмотреть вопрос взятия его под домашний арест. В обществе об этом многие говорят. По словам Абдиля Сегизбаева, для ареста Текебаева были веские причины. В целом же депутаты задавали вопросы генпрокурору и главе ГКНБ более 3 часов. По итогам сегодняшнего заседания парламент внес изменения в свое предыдущее решение о создании депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении Аиды Соляновой. В этот документ были добавлены фамилии Шихмаматова и Текебаева. Мирджан Балыбаев, Бакыт Кожалиев, НТС. В Бишкеке в ДТП попал генеральный директор ОТРК Илим Карыбеков. Как стало известно, авария случилась примерно в 3 часа ночи на Южной магистрали. Пострадавшего в тяжелом состоянии с повреждениями грудной клетки и внутренних органов доставили в реанимацию 4-й горбольницы. Там ему провели срочную операцию. Сейчас, по словам медиков, его состояние уже не вызывает опасений, оно оценивается как удовлетворительное. Как отметили в ГУВД столицы, Илим Карыбеков в момент ДТП находился в машине один. По словам очевидцев, он не вписался в полосу, вылетев за пределы дорожного полотна, врезался в столб. Коллектив телеканала НТС желает скорейшего выздоровления Илиму Майрамбековичу. В аппарате президента страны новый руководитель. Им сегодня указом Алмазбека Атамбаева назначен Сапар Исаков. Ранее отметим, Исаков занимал должность первого заместителя рукаппарата, а еще ранее заведовал отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента. Отметим, другим указом главы государства Фарид Ниязов был снят с должности руководителя и назначен советником президента. И сегодня же Алмазбек Атамбаев принял у себя в кабинете министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву. Как сообщает пресс-служба главы государства, министр рассказала президенту о мерах по повышению доступности школьного образования, совершенствованию профессиональной компетентности учителей и обеспечению школ учебниками. Глава государства отметил, что в связи с переполненностью школ в отдельных регионах страны, особенно в столице, необходимо обеспечить должный контроль за эффективным использованием выделяемых средств на строительство и капитальный ремонт школ. Чем еще должна помочь нашей стране Россия для интеграции в Евразийский экономический союз? На встрече лидеров 2 стран накануне главной темой переговоров были именно экономические вопросы. Владимир Путин еще раз подчеркнул, что и впредь российская сторона намерена оказывать содействие адаптации кыргызской экономики к правилам Союза. Кроме миллионов долларов в качестве технической помощи средств Российско-Кыргызского фонда развития, на крупную сумму было поставлено оборудование для оснащения ветлабораторий. И это далеко не все. Впрочем, как считают эксперты, помощь сегодня скорее желана не в денежном эквиваленте, а скорее в реальном сотрудничестве, создание совместных предприятий, пользу от которых получат обе страны. Более 2 лет наша республика пытается интегрироваться в Евразийский экономический союз. Однако на пути наших товаров на крупнейшие рынки, а именно российские и казахские, до сих пор имеются различные препоны. То, что стать полноправным членом этого союза будет легко, никто не обещал. В этой связи страна запрашивала преференции по ряду наименований товаров. Кроме того, добилась установления переходных периодов по внедрению технических регламентов. Для того, чтобы стране начать получать экономическую выгоду от этого союза, необходимо было отойти от реэкспорта и начать налаживать свое производство, при этом чтобы качество производимого соответствовало стандартам ЕАЭС. И Россия, как крупнейший партнер по альянсу, изначально оказала наибольшую финансовую помощь. Хочу еще раз поблагодарить российскую сторону и Владимира Владимировича Путина за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете в этот трудный переходный период, в период адаптации в нашей стране. Я могу здесь открыто сказать, что только благодаря политической воле президента России создан Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом 500 миллионов долларов. Кроме того, тогда же было принято решение российской стороной о выделении для решения вопросов интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз 200 миллионов долларов в качестве технической помощи на поставку соответствующего оборудования и программ.
По мнению Владимира Путина, экономика нашей страны уже очевидно воспользовалась тем, что находится в Союзе. То, что показатели роста ВВП на уровне 3,8%, а промышленности 4,1% – довольно хорошие результаты. Кроме того, что уже было названо, не стоит забывать, что сегодня в страну беспошлино поставляются нефтепродукты. Только за прошлый год их поступило более 100 миллионов тонн. Сегодня Россия активно инвестирует в газотранспортную сеть Кыргызстана. Не стоит забывать и про списание долгов. Это также уменьшает нагрузку на финансовую систему страны. Так что деньги можно направлять на решение социальных проблем. Вы сейчас только упомянули о инструментах и механизмах, которые мы специально создали для того, чтобы процесс вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический союз был мягким и чтобы экономика страны приспособилась к тем правилам, по которым живет и развивается Евразийский союз. В общем, мы очень рады возможности сегодня встретиться с вами, поговорить о тех планах, которые мы с вами вместе формулировали в предыдущее время, сверить часы, как вы сказали, и сделать все для того, чтобы все наши предварительные наметки были реализованы. Доступ к нашим овощам и фруктам в страны ЕАЭС полностью открыт. Фитосанитарный контроль отменен, а вот ветеринарный еще нет. Российские специалисты из Россельхознадзора, проведя аудит в декабре, отметили, что местный ветконтроль вполне может обеспечить безопасность по качеству продукции. Проблема, к слову, исходит не от России, а от Казахстана. Дело в транзите. Объективно говоря, все, что можно было с их стороны, они уже делают. И денег на развитие давали. На сегодня они беспошлино поставляют нефтепродукты, поставки газа идут по льготной цене, трудоустройство мигрантов в России. Столько привилегий они получили. Средства Кыргызско-российского фонда. Сегодня не мешало бы совместные предприятия на двухсторонней основе создавать. Например, российский лес можно было бы перерабатывать, сельхозпродукцию перерабатывать на совместных предприятиях, плодово-овощную продукцию, мясомолочную продукцию. У нас есть сырье, но нет оборудования. А так было бы выгодно и в Россию забирать, и в ЕС бы отправляли. У нас же ВСП+, российские товары не могут туда поступать, а наши под маркой «Сделано в Кыргызстане». Пожалуйста. Впрочем, казалось бы, именно на это и нацелен Российско-Кыргызский фонд развития. На сегодня из 500 миллионов долларов, выделенных России, одобрено 637 проектов на сумму 175 миллионов. То есть освоена лишь небольшая часть. И все потому, говорят эксперты, что работает он все по тому же банковскому принципу. Так что условия для бизнеса среднего звена, тем более для малого, неподъемные. Елена Яковлева, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Правительство против усиления ответственности проверяющих органов. Напомним, в парламенте активно обсуждается законопроект, согласно которому налоговики и другие фискальные органы будут нести материальную ответственность, если неплановая проверка нанесла ущерб бизнесу. В правительстве уверяют, что эта норма нецелесообразна. Такой точки зрения придерживаются также некоторые парламентарии и бизнесмены. Во-первых, в законодательстве есть другие рычаги давления на фискалов, а во-вторых, предприниматели будут бояться заявлять. Мнение сторон выслушал Игорь Потанин. Усилить ответственность проверяющих органов депутатов вынудили жалобы на необоснованные проверки. Нередко фискальные органы на период разбирательства блокировали работу целых предприятий. Как это было, например, с одним из нефтеперерабатывающих заводов в прошлом году. Ущерб, понесенный бизнесом, обычно ложится на плечи самих предпринимателей. Поэтому норма эта, как считают инициаторы, просто необходима. Законопроектом предлагается внести ответственность контролирующего органа не персонально определенного чиновника, но если этот проверяющий, определенное лицо произвел неправильную проверку, произвел неправильное доначисление, если суд вынесет решение, что это было неправильно, то все издержки, соответственно, судебные, моральные, предприниматели могут предъявить этому госоргану. Правительство предложило подождать их заключения, но предварительно они предлагают признать этот момент нецелесообразным. Свое решение правительство пока не объясняет. Заявляется лишь о нецелесообразности таких мер. С чиновниками согласен и бывший председатель ГНС Исхак Масалиев. Парламентарий уверен, что в законодательстве достаточно возможностей наказать контролеров. Но и проверяющие должны иметь право на ошибку. Вы знаете, хотим мы, не хотим, каждый чиновник, он должен иметь такое право. Потому что у нас каждый год возбуждается 18 тысяч уголовных дел. Они далеко не все в суд идут. Сажают в тюрьму, заключают под стражу сотни людей, но они не все осуждаются.
конечном счете оправдываются. Вот я, например, 2 недели отсидел в СИЗО ГКНБ. В конце концов, суд оправдал. И казалось бы, что надо бы уволить и следователей, и Душибаева, и прочих. Ну, я, например, так вопрос не ставлю, потому что иначе ни один проверяющий не будет работать. Потому что если он знает, что все ошибаются, будем считать, что это ошибка. Поэтому мера ответственности должна быть другой. В том, что усиленные меры ответственности не нужны, уверены и предприниматели. Норма, предлагаемая депутатами, хороша лишь в виде проекта. На деле работать закон просто не будет. Все, как всегда, упрется в человеческий фактор, говорят бизнесмены. Сильно ситуацию это не исправит, я думаю, потому что в большинстве своем, особенно в регионах, особенно малый бизнес, который наиболее страдает от необоснованных проверок, они просто-напросто побоятся, заявлять об этом, но, может быть, где-то как-то выровнять ситуацию, может быть, добавить немножечко уверенности предпринимателям и снизить момент безответственности именно отдельных лиц, которые выходят на необоснованные проверки. Сейчас авторы законопроекта ждут официальное заключение правительства. Как только документ поступит на обсуждение депутатам, в проект могут быть внесены изменения. Совсем отказываться от ужесточения правил проверки не стоит, уверены и сторонники, и противники документа. Необходимо просто найти компромиссное решение. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС. Все лекарства, поступающие в республику, будут регистрироваться на предмет разрешенных к применению. Такой пункт предлагают прописать в новом законе о лекарственных средствах его инициаторы. Документ сейчас обсуждается на стадии общественных слушаний. В системе лекарственного обеспечения страны предлагается создать электронный реестр препаратов. А все сведения о лекарствах, зарегистрированных в этом реестре, сделать открытыми и общедоступными. А это, как уверяет автор закона, позволит людям проследить информацию о качестве и ценах на то или иное лекарство. В документе, кстати, также предлагается исключить из перечня лекарств так называемые БАДы. Более подробно. Айбек Айтбаев. Новый закон, как уверяют его инициаторы, позволит контролировать качество лекарств, условия их хранения, реализации и учета. Это очень нужный и полезный закон. Последние 25 лет весь фармбизнес сконцентрировался в частных руках. Мы даем аптекам лицензии, а проверять, что и как продают, не можем, пока не появится заявление или судебное решение. Основная цель нового законопроекта – обеспечение качественными лекарствами. Кроме того, будут регулироваться цены, то есть монополистов больше не будет. В новом законе будет сделан акцент на приобретении и распространении эффективных лекарственных средств. Кроме того, Минздраве отмечает, что новая структура закона основана на каждом из этапов обращения препаратов, что исключает возможность коррупционных схем. Кроме того, все поступающие в республику лекарства будут регистрироваться в государственном реестре. Во-первых, пути регистрации поступления лекарств, они более детально, четко расписаны, они исключают возможности коррупции каких-то, потому что прошлый закон был такой достаточно обтекаемый и создавал различные возможности. Во-вторых, четко регламентированы вопросы обращения лекарствам, работы поставщиков, лицензирования, клинических испытаний и так далее. По данным экспертов, в Кыргызстане зарегистрировано более 6 тысяч лекарств. При этом 80% лекарств в стране бесполезны. По словам специалиста по доказательной медицине Бермет Бахтабасовой, компании-монополисты искусственно завышают цены. А врачи, будучи в сговоре с фармкомпаниями, прописывают совершенно здоровым пациентам ненужные препараты или же предлагают больным купить лекарства в определенной аптеке. За свои услуги они получают проценты. Покупатель просто берет то, что ему надо. Это в обычной торговле. Но в медицине с лекарствами это не простая должна быть купля-продажа из-за прибыли или из-за потребностей. Там есть еще один серьезный игрок, звено, это врач. Врач назначает, потому что лекарство не может быть просто покупаться и просто продаваться. Врач в данном случае определяет болезнь, то есть ставит диагноз, и, соответственно, этому диагнозу назначает лекарства. И эти лекарства, естественно, стоят деньги. На сегодняшний день оборот лекарств в Кыргызстане составляет более 12 миллиардов сомов. В основном препараты поставляются из Европы, стран СНГ, в частности из России, Казахстана, а также из Индии и Китая. Отмечается, что новый закон направлен на сбалансирование взаимоотношений между этими поставщиками. Айбек Айтбаев, Асхат Ибраимов, НТС.
Кадровый скандал вновь лихорадит столичную поликлинику номер 7. Сегодня ее сотрудники вышли на митинг к зданию Министерства здравоохранения. Они недовольны, что главврачом поликлиники хотят назначить их бывшего директора, с которой судится почти полколлектива ЦСМ. А если ее все же назначат, протестующие медики боятся, что она уволит всех, кто давал обвинительные показания против нее в суде. Или же заставит отказаться от своих слов под угрозами. Впрочем, у Аиды Рызбаевой, так зовут бывшего директора, своя правда. Она уверяет, что козни против нее строят в самом Минздраве. Мнение сторон выслушала Анастасия Соболева. Если вернете Рызбаеву, выйдем на митинг. Бывшего директора ЦСМ номер 7 в должности суд восстановил. И свое обещание сотрудники медучреждения выполнили. Даже написали и подписали письмо на имя президента и в правительство. Сегодня утром они собрались у Минздрава. На вопрос, почему против бывшего руководителя, медики отвечают: боимся остаться без работы. Ведь половина врачей 7-й поликлиники проходит в качестве свидетелей по уголовному делу по обвинению Аиды Рызбаевой в растрате веренного ей имущества в значительном размере с использованием служебного положения. За 6 лет у нас моральный рабочий климат наконец у нас нормализовался. Мы работаем спокойно, но вот это вот решение Верховного суда весь коллектив взбудоражил. Наш коллектив категорически не желает работать с таким руководителем. Она не имеет ни морального, ни юридического права вновь работать в нашей поликлинике. Поэтому мы сегодня, наш коллектив, чтобы зрители тоже потом не говорили, что врачи ходят, митингуют. Сегодня сюда вышла вторая смена. Первая смена в поликлинике ведет прием. Долго у Минздрава медикам стоять не пришлось. Спустя минут 5 их пригласили пройти в здание, где статс-секретарь выслушала их требования и озвучила позицию министерства по этому вопросу. Большое участие в этом самого коллектива свидетельствует о том, что Рызбаева может быть при назначении, вернее восстановлении опять ее должности директора ЦСМ, может быть каким-то образом препятствовать тому, что уголовное дело, в рамках которого сейчас идет разбирательство, будет оказано давление на свидетелей и на подчиненных. Поэтому этого нельзя ни в коем случае допустить. И для объективного всестороннего разбирательства, я думаю, что этот вопрос будет решаться в оперативном порядке. У Аиды Рызбаевой своя позиция по этому вопросу. 6 лет назад, рассказывает женщина, ее незаконно лишили должности директора ЦСМ номер 7, будучи беременной. Все обвинения в ее сторону безосновательны, говорит она. Сегодняшний митинг – дело рук руководства министерства и департамента здравоохранения, уверяет Аида Рызбаева. Многие из подписавших письмо президенту, говорит, даже не знают, кто она. Я провела анализ. Значит, из них 28 человек не работали при мне. То есть они не знают, кто я такая. 2 человек, которые ко мне позвонили и сказали, что их подписи подделали. В частности, я могу назвать одну фамилию: Сапаева Алтынай Адыловна. Она идет под письмом 49 номером. Она тоже не подписывала. То есть идет подделка документов и запугивание сотрудников. Еще 13 февраля Верховный суд вынес постановление восстановить Аиду Рызбаеву в должности директора ЦСМ номер 7. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Но глава Горздрава Кубанычбек Кулбатыров выполнять решение Фемиды не спешит, говорит женщина. То ему оригинал постановления принеси, то еще что-то. А сотрудники, не желающие видеть Аиду Рызбаеву в лице их руководителя, намерены добиваться выполнения их требований и дальше. Анастасия Соболева, Аскат Касымбеков, НТС. И в конце хорошая новость для поклонников и почитателей творчества Сюльменкула Чокморова. В ближайшее время в столице спустя четверть века наконец-то появится памятник нашему именитому актеру и художнику. В Бишкеке монумент будет установлен рядом с кинотеатром «Малато». Более того, отечественные скульпторы сейчас работают еще над одним памятником Чокморову в образе киногероя из фильма «Выстрел на перевале Хараш». Второй памятник планируется установить в Аше. Подробности у Екатерины Стукиной.
Он признан лучшим актером 20 века. Он единственный среди своих коллег в бывшем СССР, кто 4-жды был удостоен диплома на фестивалях за лучшую роль, а также множество других весомых в кинематографе наград. Талантливого актера и художника Сюйменкула Чокморова не стало 25 лет назад. И вот, наконец, близится тот момент, когда этому выдающемуся человеку поставят памятники в Бишкеке и Аше. Был бы Чокморов сам живой, я думаю, ему это место очень понравилось бы, потому что он молодость здесь, он гулял, ходил, кино ходил. И вот Дом Союза художников, где он сам работал, долгое время там работал. В Бишкеке памятник будет установлен недалеко от кинотеатра «Алато». Пока здесь стоит лишь камень с табличкой, которая гласит, что монумент расположат на этом месте. Вскоре здесь появится и уютный сквер. Памятник отольют из бронзы в России. Планируется, что его установят либо в конце августа, либо на день рождения актера в ноябре. Этот конкурс еще объявлен был в 1997 году. Тогда победителем был назван Алмаз Ходжагулов. Но почему-то с тех времен какие-то то ли средства не находились в правительстве или что такое, или какие-то причины были. На сегодняшний день мы полностью уже из гипса уже отлили памятник Чокморова. Я думаю, вот сейчас буквально на следующей неделе, может дней через 10, худсовет соберется. Худсовет, если примет, мы готовы отправить уже на отливку с бронзой в город Екатеринбург, мастерской Ивана Дубровина. В Аше Сюйменкул Чокморов предстанет перед горожанами в виде медного всадника. Прообразом для памятника стала роль Бактыгула в фильме «Выстрел на перевале Караш». Эта роль для актера была первой и принесла ему настоящую известность. На начальном этапе конкурса эскиз выбирали из 105 работ, на втором – из 5, пока не утвердили этот образ. Это Сюйменкул Чокморов, это когда Джараспай, от Джараспая уходит, у него здесь еще винтовки есть, но он там отливается. Вот. Джараспай, Сюйменкул со своим Сулюккара уходит от преследователя. И вот тогда он напряженный уже, когда нападает на него джигити, и вот он этот образ хотели показать. Памятник изготавливают в столице. Работа над ним длится уже 5 лет. Вначале скульпторы вылепили 5-метровую статую из гипса, а после одобрения художественного совета приступили к цементированию. Сейчас монумент проходит одну из завершающих стадий – покрытие медью. Когда гипсовую форму снимаем, она снимается по кускам. Вот как видите, вот по куску собираем и заливаем туда бетон. Бетон, сюда арматура, бетоном заливаем. А когда уже заливается бетон, сломается наружная гипсовая форма. Остается бетонная форма. И на бетонную форму нанесем вот этот металл, медь. Вот видите, медь обжигаем специально на огне. Потом она становится мягче. И вот теперь чеканим. Закончить памятник планируют в ближайшее время. После его разделят на 2 части, потому как целиком он не пройдет через туннель в Туашу, и установят в Аше. Планируется, что монумент поставят близ нового моста и пока безымянной улицы, которым также, скорее всего, дадут имя актера. Оба монумента строятся на народные деньги и помощь спонсоров. Из бюджета средств на памятник за все эти годы так и не выделили. Для завершения работ не хватает еще 10 миллионов сомов. Кстати, 20 мая пройдет очередной марафон памяти Сюйменкула Чокморова, где организаторы надеются собрать недостающие средства. Екатерина Ступкина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Остается только добавить, память о Сюйменкуле Чокморове теперь будет не только в его фильмах. Надо сказать спасибо всем, кто принял участие в создании памятников этому выдающемуся деятелю культуры. Ну что ж, на этом у нас все. Сразу после нас смотрите очередной выпуск спортивной программы «Таймаш». Берегите себя и родных. До свидания.